Карачаевцы и балкарцы. Скифо-аланское наследие. Часть 2. В 1375 году арагонские картографы Иегуда Крескис и Авраам Крескис завершили работу над созданием каталонского атласа. Карта Портулан содержит краткие политико-географические сведения о состоянии государств, правителей и истории. Провинция Алания расположена между реками Дон и Днепр, отмечена флагом Золотой Орды и управляется императором Дженебеком. Гильом де Рукбрук, фламандский монах-францисканец, в 1253-1255 годах по поручению французского короля Людовика IX совершил путешествие в Тартарию, империю чингизидов. По возвращению во Францию на основе его записей была составлена книга «Путешествие в Тартарию». Когда мы ехали на восток, имели на юге море, а на севере большую степь. В ней прежде пасли свои стада каманы, именуемые Капчат. Германцы же называют их валанами, а область – Валанией. Исидор же называет страну от реки Танайда до Меотитских болот и Данубия – Аланией. И эта страна тянется в длину от Данубия до Танайда. В начале XIV века арабский историк и географ Абуль-Фида составил географию стран. К востоку от абхазов на берегу моря стоит город Алании – Меденьет-Алание. Этот город так называется потому, что его населяет народ по имени Аланы. Аланы, Аль-Аланы, являются тюрками, которые приняли христианство. Рядом с ними живет народ тюркской расы – ассы, Аль-Ас. Этот народ имеет то же происхождение и ту же религию, что и аланы. В 1769 году Джон Лодж составил карту Крымского ханства, Азовского моря и частей рек Днепр, Буг и Кубань. Орда ногайских татар именуется кубанскими татарами и составляет около 30 тысяч семей. Страна ранее именовалась Саураматией и колонией северных медийцев. Затем, во времена Веспасиана, Аланией. При Константине Багрянародном – Хазарией. После эпохи Чингисхана ее именовали Кумань, от реки Кумань или Кубань. Клод Шарль де Пейсонель, французский дипломат и историк, в 1753 году был назначен консулом Франции в Крыму. В 1782 году он опубликовал «Observation historique et géographique». По течению реки Танаис главными жителями являлись аланы и гуны, которые являются частью скифов и восточных сармат. Аланы – народ татарский, проживающий в землях азиатской Сарматии в пределах Танаиса, Волги и Кавказских гор. Гуны, проживающие в близости Меотийского озера, Азовского моря, расположены между Танаисом и Борисфеном, Днепр, в стране, которую сегодня именуют Украина-Московит. Скифы, от которых происходят булгары, расположены над аланами и соседями по Волге. Мачий Мьеховита, польский историк и географ эпохи Ренессанса, профессор Краковского университета и астролог короля Сигизмунда I. В 1517 году он составил трактат о двух Сарматиях, одна из самых неудобных исторических книг. Аланы – народ, живший в Алании, области Сарматии Европейской, у реки Танаис и около нее. Страна их равнина, без гор, с небольшими возвышенностями и холмами. В ней нет поселенцев и жителей, так как они были изгнаны и рассеяны по чужим областям при нашествии врагов, а там погибли или были истреблены. Поля Алании лежат широким простором. Это пустыня, в которой нет владельцев, ни аланов, ни пришлых. Иногда только проходят туда казаки, которые по своему обычаю ищут чем поживиться.
Мачей Мьяховита отождествляет страну Алан с землей Ногайской Орды. Джозеф де Гвинс – величайший востоковед, синолог и тюрколог из Франции. В 1748 году опубликовал историю о происхождении гуннов и тюрок. Аланы прежде жили на севере, над истоками реки Яик, около земли Уфимской и Саламской, Соликамск. Аланы получили имя от слова «алия», что означает «гора», потому что они жили в горах, а затем перешли на юг, на равнины, расположенные к северу от Черкассии и Дербента. Китайцы рассматривали алан как гуннов. Этот народ жил в шатрах и перевозил их так, как это делали гунны, в места наиболее благоприятные для своих стад. Таким образом, аланы были кочевыми народами, как и другие татары. Джозеф де Гвинс работал секретарем в Королевской библиотеке Франции, был членом Лондонского королевского общества и сотрудником Французской академии гуманитарных наук. В 1578 году Герард Меркатор составил карту народов согласно античной истории. Скифских алан он помещает на территорию Аланских гор, в наше время называемые Уральскими. Пиррус де Ноха, 1410 год. Николас Витсен, голландский политик, картограф, бургомистр Амстердама, управляющий Ост-Индской компанией и ближайший сподвижник императора Петра I. После личного посещения Русского царства составил описание Кавказа, Сибири и Центральной Азии. В XIII веке город Астрахань именовали Сумеркентом. В то время город был без стен, и когда вода в реке поднималась, он стоял полностью окруженный водой, как остров. Татары, именуемые мугалами, в то время осаждали город на протяжении 8 лет, прежде чем его захватить. Он тогда был населен аланами, заволжскими татарами и сарацинами. От двух первых произошли крымские татары. Заволжские татары – это булгары, чуваши и половцы. Трактат 1518 года. С уходом венгров из Сарматии Азиатской в Паннонию оставшиеся на месте готы весьма размножились, но татары, пришедшие с востока, совершенно уничтожили их, а города и замки их разрушили, так что только на Таврическом острове кое-что уцелело. Генуэзцы из Италии получили от них знаменитый город Каффу на Таврическом острове и устроили там свою колонию. В дальнейшем татары из рода уланов, вступив на остров через северный проход, заняли всю его территорию с городами, селениями и полями. Но в итоге Магомед, 8-й император турецкий, дед нынешнего императора Селямбека, занял Таврический остров, взял приступом Каффу и сделал своими данниками перекопских татар, именуемых уланами, со всем Херсонесом. А вне пределов острова, севернее на берегу Танаиса, соорудил крепость Азов и по сей день принадлежащую туркам. Мишель Антуан Боудро, французский историк и географ, в 1681 году составил географический и исторический словарь, содержащий точное описание всех государств. Скифы – народы Азии, известны по Страбону, Плинию и другим. Занимают большую часть Северной Азии, делятся на многие народы, главными из которых были гиперборейские скифы, большинство из которых кочевники, аргасы, саки и аланы-скифы. Больше всего скифских народов перечисляет Плиний и Птолемей. Их страна сейчас именуется Тартарией, а их самих называют тартарами или татарами. Тартары на французском, тартари на итальянском, тартарос на испанском и татарча на польском. Генрих Карл Вильгельм Бергхаус, немецкий географ Королевского института Нидерландов и член Королевской Нидерландской академии наук.
Составил 47 томов по географии и несколько сотен самых точных географических карт. Его авторитет в области картографии является непререкаемым, и спорить с его данными все равно, что называть себя глупейшим человеком. В 1848 году он составил карту Кавказа с описанием народов, языков и диалектов. Басианы, карачаевцы и аланы составляют единый тюркский народ, говорящий на диалектах тюркского языка. Ногайская орда была разбита славянской армией на две области. В первой проживают наурусы и манцуры, во второй – казбулаты, кыпчаки, мангуты, едисанцы, наурусы, едикулы, караногаи и джанбулаты. Амиан Марцеллин, древнеримский историк, в IV веке составил «Деяния», в которых дал краткое описание скифского народа аланов. Вблизи амазонок проживают аланы, занимающие земли в сторону востока и разделенные на различные племена или народы, которые простираются в сторону Азии до реки Ганг, разделяющей Индию и впадающей в Южное море. Таким образом, живущие в обеих частях света аланы, будучи кочевниками, занимают огромные пространства, но все они называются аланами и едины в обычаях и образе жизни. У них нет ни хижин, ни домов, и они не обрабатывают землю. Питаются они мясом с большим количеством молока и проводят всю жизнь в шатрах. Шатры они покрывают древесной корой и кочуют с ними по бескрайним пустыням. Прибыв на пастбище, они располагаются кругом, а когда пастбище выедено, они увозят с собой город из шатров. Куда бы они ни пошли, под своим вечным кровом они чувствуют себя как в своем краю. Юлий Помпоний Лет, итальянский историк и основатель Римской академии, в 1469 году опубликовал историческое произведение «Цезари», в котором изложил историю Римской империи и Византии. В то же время гунны, являющиеся аланами, татарами и в древности именованные кочевыми скифами, пришли со стороны Танеиса и перешли Истр, служившие границей Панонии и Тессалии. В комментариях под предыдущим видеороликом о аланах мне задавали вопросы о том, почему я не использую труды российских историков, а основываюсь на западных. Во-первых, официально большая часть алан была уничтожена в конце XIV века, а значит, сообщение Гильем де Рукбрука в 1253 году о том, что аланы и куманы – это один тюркский народ, являются истиной, ибо Рукбрук лично проезжал через земли алан и лично общался с ними через переводчика. Арабский историк и географ Абуль-Фида также жил во времена алан, поэтому его сообщения о том, что аланы являются тюрками, достоверны. Во-вторых, российские историки составили первое землеописание Кавказа в XVIII веке, в то время как европейцы описали Кавказ на 5 столетий ранее, в XIII веке. В завершении стоит добавить сообщение Марко Поло о куманах и аланах. Оригинал рукописи 1301 года. Первым правителем понтийских татар был Саин, очень великий и выдающийся царь. Он покорил Россию, Куманию, Лак, Аланию, Маджар, Зик, Готию и Хазарию. До его завоевания все они принадлежали куманам, но они плохо держались вместе и не были едины. Поэтому они потеряли все свои территории и были рассеяны по разным странам, а оставшиеся присягнули на верность царю Саину. Карачаевцы и балкарцы являются последними куманами из рода алан, поселившиеся на своих землях еще в IV веке. И несмотря на то, что в комментариях снова напишут, что автор все врет, мои факты невозможно разоблачить.